сентября, в День знаний, традиционно начинается новый учебный год в образовательном центре «Сириус» и по всей стране в региональных центрах выявления и поддержки одаренных детей. В 2014 году выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства был создан фонд «Талант и успех», а через год по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на базе олимпийской инфраструктуры в городе Сочи открыт образовательный центр «Сириус». Он объединяет талантливых детей, подростков и молодежь по направлениям наука, спорт и искусство. Со всей страны, а начнем с образовательного центра «Сириус», где с Днем знаний ребят поздравил президент страны. И Сочи, наш обозреватель. Мы отмечаем всегда 1 сентября как День знаний, как праздник. Это и есть праздник, и я от души с этим праздником, с Днем знания поздравляю и вас, и всех учащихся нашей огромной страны, всех учащихся, всех преподавателей, учителей, всех родителей. С праздником вас! Желаю вам удачи и счастья. С праздником, с Днем знаний! Спасибо! Всего хорошего! Здесь действительно сбываются мечты. Вот юные балерины чуть ли не в полуобморочном состоянии от осознания, что сейчас на них посмотрит Светлана Захарова. То и дело перехватывает дыхание. Откуда сам? Из Якутии. Из Якутии. Сейчас будет выступать перед прямой балериной Большого театра. А ведь настраивают на результат в Сириусе сплошь признанные мастера. Вот блистательная Светлана Захарова дает урок юным балеринам. Образовательной системы и развития молодых талантов по распоряжению главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева при Малой академии наук Республики Саха-Якутия создан региональный центр выявления и поддержки одаренных детей. Дорогие друзья, поздравляем вас с началом нового учебного года и открытием регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха-Якутия, направление искусство. Адан. Вариация Медоры из балета «Корсар». Хореография «Пятипа». Исполняет студентка 2-го курса, лауреат и дипломант международных конкурсов, бронзовый призер 19-х молодежных дельфийских игр России, стипендиат главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, обладатель гранта Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия Алена Колодезникова. Минкус. Вариация Базиля из балета «Дон Кихот». Хореография Горского «Пятипа». Исполняет студент 2-го курса, лауреат и дипломант международных конкурсов, серебряный призер 20-х молодежных дельфийских игр России,
лауреат третьей премии Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», стипендиат фонда Галины Улановой, обладатель гранта Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия Иван Одинцов. Музыка Николая Берестова. Песня «Каюра». Исполняет ученица 9 класса Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия имени Василия Афанасьевича Бусикова, лауреат международных конкурсов, обладатель гранта Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия Арина Герасимова. Класс доцента, заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Ольги Гаврильевой.
народная «Барыня», хореография Тайшиной. Исполняют студенты второго курса, дипломанты Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 2021 в номинации «Характерный и народно-сценический танец» Сарика Шин, Илья Перемитин. На сцене лауреат 7 международных конкурсов, покоритель 20 стран Америки, Азии и Европы, визитная карточка искусства Якутии, государственный ансамбль скрипачей Республики Саха-Якутия, виртуозы Якутии, художественные руководители, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, профессор Лариса Габышева и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Республики Саха-Якутия, профессор Станислав Афанасенко. Концертмейстер, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Надежда Петрова. Кирилл Герасимов. Обрядовый танец.
волшебные мелодии. Слово для поздравления предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Васильевичу Местникову. Добрый день, уважаемый коллектив Якутской балетной школы имени Аксиньи и Натальи Пасевских, уважаемые работники регионального центра выявления и поддержки талантливых детей, уважаемые учащиеся, от имени главы республики и правительства Республики Саха-Якутия поздравляю вас с новым учебным годом и с 1 сентября.
Для нас, для всей республики, для системы образования, ну и для каждого человека 1 сентября, начало учебного года, вообще знание имеет очень большое значение. Для каждого человека процесс знания, обучения, познания мира начинается с самого рождения. И от этого зависит, от познания мира, от обучения, от образования, науки в целом зависит очень многое. Вся экономика республики во всех направлениях зависит именно от того, какие качества мы обучающимся будем прививать. И примечательно, что наша республика развивается наступательно, и этому подтверждение то, что наши дети сегодня выигрывают многие конкурсы, являются талантами во многих областях. И учитывая это, глава республики в своем послании ежегодно в адрес Государственного собрания ИЛТМ поставил задачу создания регионального центра выявления и поддержки талантливых детей. На самом деле региональный центр уже работает несколько лет, и сегодня мы в этом региональном центре систематизируем всю работу, связанную с поддержкой наших талантливых детей. В рамках национального проекта образования получаем финансирование на оснащение оборудованием, создание новых лабораторий, классов. И в этом году в рамках финансирования компании «Роснефть», как вы видели сейчас на картине, завершается прекрасный новый учебно-лабораторный корпус с интернатом, который будет заниматься с нашими детьми. Здесь важно действительно не только именно в области образования, науки, но и выявлять детей в сфере культуры, искусства, спорта, физической культуры и спорта. И здесь важно, чтобы работа нашего регионального центра и, в частности, Якутской образовательной школы не ограничивалась только городом Якутском, только центральными районами, потому что у нас талантливые дети есть во всех уголках нашей республики, в каждом населенном пункте, в каждой школе у нас сегодня обучаются наши талантливые дети. И важно выявить этот талант, направить в правильное русло, поддержать, и тогда этот ребенок в дальнейшем, после получения поддержки со стороны государства, со стороны экспертов, специалистов, преподавателей, получит мощный толчок в своем личном развитии. Когда ребенок и человек достигает успеха вся республика и вся страна. Я надеюсь, что вот сегодня наши обучающиеся знают и понимают свое значение для всей развития нашей экономики и нашей республики. И мы видим в лице вас, будущих наших специалистов, управленцев во всех отраслях, в том числе культуре и искусстве. И от этого будет зависеть будущее нашей республики. Уважаемые коллеги, уважаемые учащиеся, еще раз поздравляю вас с началом учебного года. Желаю творческих успехов, желаю, чтобы вы с интересом познавали мир науки, культуры, искусства, ну и желаю новых высот. Удачи. Спасибо. Слово предоставляется министру образования и науки Республики Саха-Якутия Михаилу Петровичу Сивцеву. Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши юные друзья, обучающиеся, Надежда. Ну, на самом деле, что я хочу сказать? Для меня всегда таким святым, наверное, местом было
именно вот это место, именно театр. Я считал, что на эту цену поднимаются такие выдающиеся люди. Сегодня я здесь, сегодня я с вами, сегодня я насладился прекрасными выступлениями наших обучающихся, уже практически специалистов, мастеров своего дела. И я считаю, что это большой подарок и радость для всех нас. И это самый главный подарок для всех педагогов в этот праздничный день. Успехи, достижения наших детей. Спасибо вам огромное, нашим педагогам, нашим ребятам, которые сегодня дарят всем нам этот праздник. Праздник профессионализма, праздник знаний и праздник большой надежды. С праздником! Что касается значения, конечно, экономики, образования экономики, Сергей Васильевич много сказал, я не буду повторяться. Я хочу сказать, что на самом деле мы сегодня должны прекрасно понимать, что были разные периоды. Действительно, система выявления и поддержки талантов, она всегда была в республике, но в начале 90-х, тогда сложнейший период, были сделаны большие шаги. Построены театры, школы искусств, высшая школа музыки под руководством тогда нашего первого президента. Сегодня мы обретаем второе дыхание и двигаемся дальше. Говорим о создании, как Василий Климович сказал, нетворка, да, сети, организаций, которые должны дойти до каждого ребенка, всех наших населенных пунктов, выявить таланты наших детей и оказать им помощь раскрыться. Вот такая большая задача возложена на региональный центр выявления и поддержки наших талантов. Я уверен, что прекрасное будущее есть у огромного количества наших детей. Сегодня в республике обучается 148 тысяч в школах. 70 тысяч детей воспитываются в детских садах. И мы, как родители, уверены, что в наших детях есть талант. И этот талант мы должны выявить и показать всему миру. В направлении искусства, конечно, я честно скажу, как мне говорили, кто-то наступил, из чего-то, с дерева сделаны мои руки, ноги, то есть я никогда не танцевал, гибким не был, не пел, но очень люблю искусство, ценю очень высоко. Не зря я начал с этого момента, что всегда считал, что искусство это очень высоко. И наслаждаюсь мастерством, асом, наверное, виртуозным владением определенных инструментов наших талантов. Всегда горжусь и буду гордиться успехами наших детей. Я уверен, что мы все, наши педагоги, родители, будем всегда гордиться вами. И эти дороги сегодня открываются, и они обретают новое дыхание, с чем я вас поздравляю. Поздравляю с открытием, новым движением наступательным регионального центра выявления, поддержки одаренных детей и новым учебным годом. Спасибо. Слово предоставляется первому заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владиславу Валерьевичу Левочкину. Дорогие студенты, уважаемые преподаватели, уважаемый Сергей Васильевич, Михаил Петрович, Владимир Иванович, Владимир Анатольевич, прежде всего разрешите поздравить вас с началом нового учебного года, Днем знаний. И, конечно же, хочу поблагодарить, пользуясь случаем, наших гостей за поддержку создания центра. Действительно, это очень значимо для нашей отрасли. Мы думаем, что у нас будет очень с этим связано много новых достижений. В этом году балетная школа также у нас реализует мероприятие по ремонту благодаря тому, что это мероприятие включено в план столетия республики. Поэтому у нас совмещение ресурсов, и действительно получился очень такой усовершенствованный комплекс. Вообще балетная школа — это единственное хореографическое училище на Дальнем Востоке.
Это единственный такой оснащенный комплекс по всем необходимым условиям. И сейчас мы, наверное, вправе можем сказать, становимся такой уникальной площадкой, которая по всем современным требованиям обеспечивает возможность подготовки специалистов хореографии. Поскольку это действительно особые условия необходимы, там особые полы, линолеум и так далее. Вот мы все это обеспечиваем сейчас. И вправе этим можем гордиться. Благодаря этому у нас, наверное, еще больше достижений. Балетная школа действительно для нас это такой большой стимул вообще для развития хореографического искусства, поскольку все достижения, которые театр оперы и балета имеет, он имеет благодаря тому, что у нас есть своя подготовка кадров. И постановки Григория Григоровича, включая «Спартак», который не каждый театр может себе позволить, и даже который имеет мужской состав балетов, это не в каждом театре вообще возможно иметь такие постановки, которые сейчас мы имеем на нашей площадке. Балетная школа – это единственное среднеспециальное учебное заведение, которое готовит детей из других стран. То есть у нас есть заказ на подготовку детей, и были подготовлены, тоже проходили и стажировку, ассистентуру из Японии, из Кореи. У нас есть налаженные связи с Японией, есть совместный проект. У нас был совместный балет с японской тоже балетной школой. Поэтому вот эти все перспективы, они в дальнейшем получат еще большее развитие. Большое всем спасибо за поддержку, за то, что мы действительно смогли вместе сплотить ресурсы, сделать эту площадку такой новой, обновленной, оснащенной, качественной, где еще лучше наши студенты смогут готовиться. Конечно, мы за каждым студентом следим. Каждый студент для нас это штучный профессионал, успехом которого мы радуемся. И мы хотим пожелать, чтобы дети действительно смогли добиваться новых высот, новых достижений, стали бы самыми яркими, самыми запоминающимися на всех всероссийских событиях. И, пользуясь случаем, хочу вручить этот букет Дарье Ивановне с пожеланием новых успехов в новом учебном году. Возглавляю вам память коллектива. Слово предоставляется генеральному директору Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия Владимиру Анатольевичу Егорову. Дорогие друзья, студенты, педагоги, гости сегодняшнего праздника, разрешите вас всех поздравить от имени Целевого фонда будущих поколений, от себя лично, с сегодняшним замечательным днем, сегодняшним праздником, Днем знаний. Сегодня я целый день с утра, можно сказать, пропитываюсь искусством. До обеда я побывал на торжественной линейке в Высшей школе музыки. Сегодня я здесь, в Якутской балетной школе. Уже сказали, что в 90-е годы действительно руководством республики и президентом, прежде всего, первым президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым были приняты очень правильные решения по развитию системы работы с талантливыми детьми. И наш целевой фонд тоже не исключение, тоже был создан в 90-х годах указом первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. И сегодняшняя наша миссия помогать нашим будущим поколениям развивать свой духовный, физический, интеллектуальный, творческий потенциал. И сегодня мне очень приятно здесь находиться и чувствовать себя сопричастным тоже к тому, что здесь происходит. И я хотел бы сказать, что буквально недавно я побывал в Сириусе на съезде учителей математики, докладывал там про систему работы именно с ребятами, способными в математике, про международную олимпиаду Туймада, про международные интеллектуальные игры. И там же рядом происходил концерт, на котором было объявлено, что
в Сириусе создается высшая школа музыки для детей, начиная с дошкольного возраста до студенческого. Ну и, собственно говоря, затем, разговаривая с руководством республики, с руководством Сириуса, я понял, что в принципе они берут вот ту модель, которая у нас в республике. Ну и надо сказать, что в 2015 году, когда Сириус создавался, также за основу была взята модель, которая у нас существовала с 1999 года в физико-математическом форуме Ленинский край, который сейчас называется Малой академией наук. Поэтому я считаю, что действительно время подтверждает, что наши действия, модели принятые, да, были верными. И сегодня на уровне России они уже выходят на такой очень значительный уровень. Поэтому, ребята, я хотел бы сказать, что мы все, вся республика и даже вся Россия, наверное, да, гордится и будет гордиться вашими сегодняшними и будущими успехами, которые обязательно будут. Я уверен в этом. Поэтому поздравляю вас всех с сегодняшним праздником. Желаю вам всем и трудовых, учебных и, прежде всего, творческих успехов. Праздников! Слово предоставляется ректору Малой академии наук Республики Саха-Якутия, руководителю регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Василию Климовичу Павлову. Добрый день. Хочу сказать, что все имеет свое начало. В следующем году мы будем праздновать столетие нашей республики. Вы знаете, что когда создавалась республика, она создавалась исключительно на таких очень серьезных научных основах. И этот процесс у нас дальше получил высокое развитие в 90-е годы, благодаря усилиям первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева. И сейчас у нас тоже, мы в преддверии уже столетия нашей республики открываем замечательный региональный центр по работе с одаренными детьми, по выявлению талантливых детей. И надеюсь, что эта новая страница поможет нам создать настоящих стейкхолдеров будущего развития нашей республики и России в целом. И позвольте всех вас поздравить. Я хочу передать сейчас цветы нашей дорогой Иван, пожалуйста. И часть оборудования, которая маленькая, которую мы можем нанести, а так у нас буквально и вот эта сцена, да, кстати, которая у нас здесь создана, да, театр детский, замечательный Зиммерман и прочее, да, кстати, мы получили благодаря гранту по проекту, национальному проекту образования. Спасибо большое. Спасибо большое всем. И спасибо нашему федеральному правительству за такую замечательную, как говорится, инициативу начала новой жизни, новой интересной страницы развития детской науки, искусства, креативного искусства и спорта. Слово предоставляется ректору Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия имени Василия Афанасьевича Босикова Надежде Михайловне Зайковой. Добрый день! Сегодня очень отличный день. Всех поздравляю с 1 сентября, с Днем Знаний, с началом учебного года, с открытием регионального центра. Как Сергей Васильевич сказал, он работает с 2019 года создан, были плановые работы, подготовительные, центр работает, мы являемся опорной образовательной площадкой, тоже работаем, действительно, да, работаем по направлению, чтобы выявить, посмотреть спорт, искусство, наука по всей республике, чтобы дать шанс каждому ребенку. Кто-то талантлив в науке, кто-то в спорте, разные виды спорта и направлений, ну и, конечно, в искусстве. Поэтому иногда даже одного ребеночка, мы хотим этого ребеночка, там еще высшая школа хочет, но действительно дать возможность ребенку проявить себя, быть выявленным, и чтобы его талант был развит. Я подготовила целый большой доклад, но не буду читать. Спасибо большое, хочу сказать, конечно же, правительству нашему, главе Арсению Сергеевичу Николаеву,
вам, дорогие гости, наше министерство, фонд, региональный центр Малой академии наук, потому что действительно вот что-то даже было какое-то такое недоразумение, что это эти деньги. Ну, это хорошо, очень хорошо, потому что вот театр это не только вот занавес, который мы видим, да, а дорогостоящие вот эти световые, звуковые оборудования, да, компьютерные, вот экран. Театр это вообще мечта, ну, если брать лично, вот, то хореографических училищ. Иметь учебный театр, иметь театр это мечта каждого училища хореографического. И потом еще вот сейчас расскажу, у нас вот по другой программе, которая к столетию Якутии, это будет здесь пол амортизирующий и с линолеумным покрытием. По этому проекту у нас еще будет 120 сидений зрительного зала. А так все, мы это все завершаем вот сейчас в первых числах сентября. Спасибо вам большое и отдельная благодарность ведущему специалисту Малой академии наук Николаевой Марии Афанасьевне. Да, столько лотов, столько обществу с ограниченной ответственностью ВИИ, интеграция в лице исполнительного директора Игоря Александровича Солятина. Спасибо большое. Вот. Ну и хочу поделиться радостными новостями. Это 15 наших ребятишек вчера вылетели в город Сочи проходить образовательную программу в Сириусе. Преподаватель и концертмейстер. Они приедут к нам 24-го заканчивают, 26-го приедут обратно. Ну и на днях буквально Иван Одинцов наш стал лауреатом общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Это как подарок началу учебного года, конечно. Вот. Ну и анонсирую сейчас буквально на днях, с 4 сентября на канале «Культура» выйдет в эфир проект «Большие и маленькие». Там делятся на классический танец профессионалы, ансамбли и народно-сценический танец и современный танец. И наша ученица Алисия Пак, она принимает участие в проекте «Большие и маленькие», и будем все болеть за нее. Там очень много профессиональных хореографических училищ будут представлять самые лучшие их студенты, а нашу школу будет представлять Алисия. Вот. Ну и как мы с Василием Климовичем, у нас сегодня открытие, торжественное официальное открытие регионального центра, в данном случае направление искусства. Вот. И поэтому новый учебный год, направление искусства регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха-Якутия и работу детского театра объявляю открытыми. Для торжественного разрезания ленты на сцену приглашаем заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Местикова Сергея Васильевича и руководителя регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Павлова Василия Климовича. Мы соблюдаем все. Видишь, там, наверное, нельзя. Видишь, не на линейке мы фотографировались.